Друзья, всем здравствуйте! Это прогноз на март месяц 2021 года для всех знаков. Будет тайм-код, смотрите в комментариях и под видео. Начнем с Овнов. Какой будет месяц для Овнов? Что будет основное происходить в этом месяце? Что будет неожиданного происходить? И какой совет карты дают? Давайте посмотрим. Итак, колесница выпадает как основные события месяца. Но колесница — это всегда выход. Выход из какой-то сложной ситуации, выход из ограничений. Может быть, это будет освобождение от каких-то проблем со здоровьем, с деньгами, да. В общем, карта, которая говорит о том, что у вас прям какие-то очень быстрые изменения, улучшения наступают. И это очень, конечно, радует. Кроме того, это вообще у нас карта весны. Это как весеннее пробуждение, да, еще вот по-другому называют эту карту. Также здесь может быть какое-то путешествие в хорошие, красивые, приятные места. Может быть, у вас появится много энтузиазма, энергии, уверенности в себе, активности. Кроме того, могут решаться вопросы с властью. Вот если у вас какие-то были сложности, допустим, получить какое-то разрешение, какие-то бумаги оформить, заключить сделку, и вам, допустим, мешали какие-то законы, власти и так далее, то здесь вот все решается. Также это победа в любых начинаниях, в любых конкурсах. Это нахождение того, что вы давно искали. Это может быть работа, которую вы искали, человек, которого вы ждали и так далее. То есть вот все начинает приходить, потерянное возвращается, и помогают вам в этом другие люди. Кроме того, карта нам говорит о том, что мы должны действовать справедливо обязательно для того, чтобы вот у нас все получалось, для того, чтобы все было хорошо. Мы должны быть как бы во главе всех обстоятельств, мы должны быть во главе всех начинаний, от нас должна исходить любая инициатива. И вот здесь, знаете, как будто бы мы закладываем фундамент для чего-то, основу для чего-то, да. В общем, очень важный месяц. Воспользуйтесь, уважаемые овны, этим месяцем. Вам это очень подходит, карта, и вам будет комфортно. Какие неожиданности будут в этом месяце? Королева чаш выпадает. Скорее всего, здесь много каких-то стрессовых ситуаций, когда вы не можете, допустим, их предугадать, или когда вы не можете ими руководить. Может быть, какие-то вопросы неожиданно возникнут с долгами, деньгами, кредитами. Допустим, вы все давно заплатили, и вдруг оказывается, что что-то там было недоделано, допустим, да, или еще каким-то образом эти темы неожиданно выходят наружу. Может быть, неожиданно кто-то придет к вам на помощь, протянет руку, да, тогда, когда вам нужно. Это может быть, знаете, какой-то прям друг может у вас появиться, либо проявиться тот человек, который вот раньше у вас был просто как знакомый, да, он может стать вашим другом. Кроме того, вас могут захотеть использовать в этом месяце в своих интересах, как-то непорядочно могут поступать, даже чем-то шантажировать, поэтому будьте осторожны. И совет, какой вам дают карты: тройка чаш. Но тройка чаш — это радоваться жизни, да, доводить все до окончательного какого-то результата, не бросать все на полпути и обязательно радоваться. То есть это главное, что должно быть у вас в приоритете. То есть хорошо достигать цели, но если мы это как бы не замечаем, принимаем как должное, то какой в этом смысл, да? Сделали что-то, похвалите себя, отметьте это событие, поощрите себя как-то обязательно, поделитесь с близкими своей радостью. Также карта говорит о том, что у вас в этом месяце будут сменяться очень быстро чувства, может быть, даже планы, да, и вот нужно, знаете, нормально к этому относиться, ничего такого плохого в этом нет. Может быть, иногда какая-то неудовлетворенность, может быть, какие-то сложные такие чувства. Все-таки просто обычно к этому относитесь, обычное дело, ничего сложного, ничего такого плохого в этом нет. Сейчас, допустим, какое-то негативное чувство появилось, через какое-то время все изменится, и вы опять будете себя чувствовать хорошо. Кроме того, нужно обязательно решать все проблемы, которые встают, даже на которые вы не рассчитывали. То есть
Можно уйти от проблемы, а можно их решить, достичь вот результата. В общем, нужно делать так до результата. Да? Не просто вот я попробовал, не получилось, а нужно обязательно довести до результата. И, конечно, не останавливаться на каких-то скромных результатах. Если что-то получилось, идите дальше, растите дальше. Вот, может быть, знаете, такое появится желание выдавать а, желаемое за действительное, да, вот, ну, как бы останавливайте себя здесь, говорите правду себе, самое главное, ну и, конечно, другим людям. Давайте посмотрим, что ждет в марте тельцов. У вас, уважаемые тельцы, основные события месяца, неожиданности месяца, совет на месяц. Итак, у вас выпадает жрица как основное, да, что в этом месяце, марте, будет происходить, уважаемые тельцы. У вас все будет связано со знаниями, да, знания, которые приходят по работе, да, допустим, какое-то обучение, какой-то новый опыт, знание зарабатывания денег как-то по-новому, да, может быть, второй источник дохода. А может быть, вы поймете что-то о себе, как вам лучше жить, как лучше разговаривать, как-то мудрее можете стать. Вы можете найти какого-то помощника, советника себе, человека уважаемого, может быть, преподавателя, может быть, просто мудрый человек, который вот в нужный момент вам окажет помощь, поддержку, направит и так далее. Вы можете решать какие-то вопросы, связанные с женщинами, может быть, в вашей семье, да, с мамой. В общем, любые абсолютно женские какие-то вопросы могут вставать. Кроме того, может быть какая-то тайна, секретность, да, которая как бы была какая-то тайна, она может открыться. Здесь вот все в ваших руках. И еще особое значение приобретает слово, да, то есть вы можете работать со словом, вы можете влиять на других людей словом, вы можете изучать языки, вы можете просто учиться хорошо говорить на публику, допустим, может быть, курсы какие-то, или просто это прям тренинги какие-то. Вы можете посещать какие-то консультирования, тренинги и так далее. Это тоже все вам будет на пользу. В общем, вот этот месяц март для вас, он каким-то решающим становится. Он дает вам возможность с какой-то новой стороны на себя взглянуть, на свою личность. Вот здесь у вас действительно, знаете, какой-то может быть критический момент, когда вы меняете свою жизнь. Кстати, здесь может быть и какая-то поездка далеко от дома, да, это может быть и желание что-то там приобрести, допустим, недвижимость, землю или еще что-то такое, тоже здесь все может получаться. Вот, и еще доверяйте обязательно в этом месте своей интуиции, потому что она у вас очень мощная, и вы сами знаете, как вам лучше. Если сомневаетесь, обязательно идите к человеку, которому вы верите, у которого хорошо эта интуиция работает. Давайте посмотрим, что неожиданного, да, происходит. Шестерка чаш. Вдруг возвращается прошлое в вашу жизнь, которую вы вообще не ждали. Скорее всего, это будет какая-то нерешенная ситуация из прошлого, да, которую нужно будет разрешить. Это проблемы с родителями и детьми, это проблемы с партнерами, с какими-то друзьями из прошлого. Может быть, здесь ситуация, когда кто-то из вашего окружения давнего может вдруг вас порадовать. Может быть, к вам обратится человек за помощью, может быть, он просто вам какой-то подарок подарит, как-то о себе приятным образом напомнит. Может, благодаря вот этим прошлым связям, прошлой работе, прошлым доходам вы открываете какие-то новые возможности и строите какие-то планы новые. Вот очень хорошая, в принципе, возможность для того, чтобы на старом, на основе старого построить что-то новое. Вот. И также, знаете, кто-то может вам вдруг помочь, посочувствовать, поддержать. Вот вы прям почувствуете какую-то, знаете, теплоту от людей в этом месяце. Давайте посмотрим, что советуют вам карты «Восьмерка чаш».
что-то нужно менять коренным образом в вашей жизни. Но прежде всего нужно осознать то, что мешает вам двигаться вперед, развиваться, не бояться будущего, да, и потом уже начать в этом направлении двигаться. Вот по 8 кубков мы боимся неизвестного. Мы знаем, что нужно что-то менять. Мы знаем, что как бы что-то уже отжило, должно уйти из нашей жизни, а мы цепляемся, да, потому что страшно, непонятно, что будет дальше. Мы боимся одиночества, мы боимся каких-то опасностей, мы боимся вообще всего нового, что неизвестно, то нам кажется страшным, да. И вот в этом-то и возможности кроются. Вот человек, который как бы все равно идет в неизвестное, несмотря вот на это все, да, он получает какое-то вознаграждение. Поэтому у вас, уважаемые тельцы, может быть реально тут изменение жизни к лучшему, но только вы должны заплатить свою цену. Вы должны сначала, конечно, запланировать все, взвесить, все понять, а потом все-таки пойти и сделать. То есть вот для вас очень важное, что-то новое в жизни начинать в этом месяце. Так, может быть, нужно будет отделиться от каких-то людей, потому что вот 8 чаш – это дистанция в отношениях. Может быть, нужно дать возможность себе побыть в одиночестве, да, чтобы что-то обдумать. Может быть, нужно куда-то уехать на какое-то время или просто вот в отношениях отношения какие-то поставить на паузу. Это тоже будет все на благо. Также эта карта, когда вы сдержанные, когда вы скромные, когда вы боитесь в центре внимания, а это тоже может вредить. Этому надо учиться. Вот первая карта говорит о том, что учитесь быть в центре внимания. Учитесь, найдите то, что вам мешает. Допустим, вы боитесь себя показать там на видео, на фото, или вы боитесь говорить. Вот там, где у вас страхи, то и нужно лечить, то и нужно исправлять. И это для вас шанс улучшить свою жизнь. Вот этот месяц, он прям будет вам открывать эти возможности. И нужно все-таки стремиться к какому-то общественному вниманию. И вот эти границы, которые вы выстраиваете как бы в отношениях с другими людьми, да, может быть, они слишком уж такие широкие, да, что к вам никто не может близко подойти. Да, те люди, которые вас беспокоят, их лучше держать на расстоянии, но не всех же, да. Вот такие советы вам дают карты. Давайте посмотрим, что ждет близнецов в марте. Основные события, которые будут происходить, неожиданности этого месяца и совет. Очень важный для вас месяц, уважаемые близнецы, все 3 старшие аркана. Смотрите, нужно будет пересматривать, скорее всего, вот по карте отшельник, нужно будет пересматривать вообще как бы режим своей жизни, да, как вы живете, чем вы питаетесь, когда вы ложитесь спать, как вы работаете, насколько сильно вы устаете, насколько хорошо у вас со здоровьем. Вот эти все вопросы, каждодневные, бытовые, вот когда мы, знаете, ищем вот какую-то радость, какое-то счастье в каждом дне, вот эти вопросы, они будут вставать. Кроме того, здесь вопросы профессионализма и вашего как бы вашего имени, да, вот должны, допустим, ваше имя произносить, и все уже должны понимать, что это профессионал. То есть вот к такому уровню нужно стремиться обязательно в этом месяце. У вас есть прям возможность тут многого достичь. Кроме того, у вас прекрасное время для получения знаний, для того, чтобы заняться каким-то самоанализом, как углубиться в свою внутреннюю жизнь, понять себя лучше. И, конечно, это карта независимости. То есть, если у вас есть любого рода зависимости, вот подумайте, как вы можете от них избавиться. Скорее всего, ну не то, что избавиться, а заменить на что-то. Конечно, избавиться мы ни от чего не можем, а вот заменить вполне возможно. И нужно понять причину, да, почему это все происходит. Не зря у нас тут человек с фонарем, да, то есть во всем ищите причину, во всем ищите какой-то смысл и чем, допустим, вот эти зависимости вам так нужны, почему вы в них находитесь, значит, какой-то толк в них есть, да, попробуйте заменить на что-то равноценное, но полезное вам.
Давайте посмотрим неожиданности. Здесь выпадает у нас Луна, старший аркан Луна, который говорит о том, что неожиданности будут, скорее всего, от семьи, да, от, может быть, даже ваших внутренних каких-то проблем. То есть какие-то внутренние страхи выходят наружу, какие-то, может быть, секреты о вас лично выходят наружу. Или, может быть, ваши воспоминания очень вас тревожат, или, допустим, люди из прошлого, из каких-то проблемных ситуаций, которые вот между вами были, да, они вдруг дают о себе знать. Какие-то обиды, какое-то непонимание. Вот это все может подниматься в этом месяце. И еще самое-то опасное, то, что вот Луна, она заставляет нас заблуждаться. То есть мы не видим истинной причины. Нам кажется, что причина одно, она совсем в другом. Нам кажется, что виноват этот человек, а мы, допустим, виноваты оба. Или еще что-то вот такое, в таком роде, когда мы заблуждаемся, когда мы не видим реальность так, как она есть. Вот поэтому, смотрите, в этом месяце особенно будьте осторожны с какими-то как утверждениями, да, подвергайте все сомнению, даже то, во что вы верите, прям очень сильно, это может быть ошибкой, да, может быть, это и дает вам какую-то зависимость, может быть, это и дает какие-то нарушения в жизни, да, и так далее. Также эта карта, которая говорит о том, что может в какой-то, знаете, какой-то кризис, какое-то уединение, да, потребуется вам для того, чтобы какое-то важное решение принять, для того, чтобы что-то осознать. То есть, если, допустим, даже что-то происходит негативное, то, что вы не ждете, попробуйте это все обернуть себе на пользу. Для этого, в принципе, вам это и дается, потому что вот в спокойном состоянии вы никак не можете ничего изменить. А вот когда приходит какой-то кризис, мы тогда начинаем вот задумываться, мы начинаем что-то делать для себя, мы пытаемся себя вытащить, мы пытаемся как-то урегулировать ситуацию, да, поэтому вот лучше порадоваться вот этому кризису, который приходит. Кроме того, могут, знаете, вот если о положительных событиях говорить, может быть, будут приходить какие-то во снах, приходить какие-то подсказки, как вам лучше жить, как вам поступить и так далее. То есть обращайте внимание на сны. Может быть, вы будете заниматься каким-то творчеством, вдруг решите заняться, да, может быть, какая-то идея придет, и вот вам захочется как-то ее реализовать творчески. Может быть, вдруг захочется, допустим, снять фотографии, снять видео о себе, да, о своей деятельности и так далее, выставить их в сети, и вы получите какой-то неожиданно приятный отклик, да, что как бы поможет вам в этом направлении как-то двигаться, улучшать свою жизнь, улучшать свое мастерство, свои таланты и так далее. То есть вот с этой точки зрения тоже может быть много неожиданностей для вас. Пользуйтесь своими талантами, пользуйтесь вот каким-то таким творческим началом, которое у вас есть. Оно вот вам как раз помогает здесь найти себя, найти, может быть, счастье вот в каждом дне, в каждой минуте. И совет вам, влюбленные. Вот влюбленные обычно нам такой как бы перекресток показывают, или два пути, какой-то выбор показывают, да. То есть это, скорее всего, нелегкий месяц для вас будет, потому что здесь зависит именно от вас, как дальше будет складываться ваша жизнь. Вот по какому пути пойдете, то и получите. Возьмете на себя какую-то ответственность, значит, будет у вас улучшение в жизни. Не возьмете, если захотите остаться в прошлом, в своих обидах и в каком-то привычном состоянии самообмана, значит, естественно, будет как бы следующий, да, вот этап, вот что-то похожее на вашу сегодняшнюю жизнь, но не факт, что лучше, да. То есть вот все-таки этот март, он вам дан для того, чтобы вы сами себя сделали, чтобы вы улучшили как-то свою жизнь. И, скорее всего, здесь будут ситуации, которые вас испытывают, здесь будут люди, которые вам какие-то преграды устраивают, да, тоже вот как-то
выявляют вот в вашем, как бы в вашей жизни выявляют какие-то слабые места, да, вот как бы давят на болезненные точки. И нужно будет как-то реагировать, нужно будет что-то делать с этим, да, либо обвинять весь мир, либо брать жизнь в свои руки и уже как-то, чтобы она от вас зависела. А также, может быть, знаете, эта карта говорит о том, что вы можете встретить какую-то искреннюю любовь в этом месяце, но вы можете бояться прошлого, вы можете бояться каких-то прошлых отношений и отвергнуть этого человека, или просто даже не заметить его, не рассматривать его как какого-то партнера, друга и так далее. То есть можете пропустить вообще свой счастливый случай и какую-то искреннюю любовь, какую-то долгую связь, да, между двумя людьми. Вот, поэтому смотрите, выбор за вами. Действительно, месяц для вас очень важный, и жизнь, она прям будет вам предоставлять все возможности, все шансы. Но в то же время потребуется большая работа над собой, над своим каким-то графиком жизни и так далее. Давайте посмотрим, что ждет раков в марте. У вас, уважаемые раки, основные события, неожиданности и совет. Снова 3 карты старшего аркана. Итак, у вас Иерофант выпадает. Это значит, что у вас, знаете, какие-то события происходят очень-очень важные в вашей жизни, которые вы будете потом долго вспоминать. Вот Иерофант у нас связан с какими-то ценностями, да, а ценности для каждого свои. Вот что вы цените, уважаемые раки, это будет проверяться, действительно ли это стоит ценить, действительно ли на это стоит опираться. Могут вставать вопросы с семьей, с отношениями, могут вставать вопросы с недвижимостью, с землей и так далее, с какими-то переездами, допустим, из города в город. Может вставать вопрос ваших, ну, как бы вашего мировоззрения, вашей веры, во что вы верите, что вас поддерживает в этой жизни. Могут проверяться отношения между вами и друзьями, да, может быть, кто руку протянет в сложной ситуации, кто защитит, а кто, может быть, отвернется, да, тоже вот такие проверки могут быть. Кроме того, от вас, от самих тоже потребуется кому-то проявить милосердие, кому-то оказать помощь, кого-то простить. То есть, опять же, вот эти ситуации, они будут очень важны. И если вы все сделаете как бы правильно, да, если вы другим людям желаете того же, что и себе, то тогда ваша жизнь может прям очень значительно улучшиться. Вот, кроме того, здесь может быть еще достижение какой-то важной цели, вот то, что вы очень сильно ценили, может появиться человек какой-то, помощник или учитель, преподаватель какой-то, да, новое знание, которое может изменить вашу жизнь. Может быть, в трудной ситуации какой-то человек влиятельный протянет вам руку, поддержит. Может быть, это ситуация с отцом для кого-то, которая разрешается благополучно. В общем, очень важно все, что происходит в этом марте, да. Вот карта говорит о том, что нужно опираться на силу внутри себя, искать вот эту опору, да, искать вот эту веру в себе. И обязательно, если не справляетесь сами, обращаться к другим людям, которые знают, как поступить, знают, могут помочь, имеют какой-то свой собственный положительный опыт в том вопросе, который вас волнует. Вот, а также в этом месяце вы можете приобретать какие-то ценности, да, ценные вещи, недвижимость приобретать или продавать. Вы можете вступать в отношения, вступать в брак. Вы можете регистрировать какие-то важные документы, да, то есть все, знаете, такое определяющее надолго-надолго. Что будет неожиданного? Смотрите, карта сила, старший аркан, это тоже неожиданно, знаете, в вас может проснуться какая-то энергия, появится радость жизни, появится, знаете, вот желание все преодолеть. Вы как будто бы не чувствуете страха, вы контролируете себя, у вас какие-то новые планы, цели, знаете, прям такая огромная сила какая-то, вот ваша личная, может быть, творческая какая-то, да,
и у вас появятся какие-то желания очень сильные, особенно, знаете, вот если была какая-то ситуация сложная, когда какое-то депрессивное состояние, какой-то тупик, вот у вас прям возникает такая жизненная сила, возникают желания новые. Вы можете влюбиться, вы можете встретить человека неожиданно, вот, который просто поменяет ваш взгляд на жизнь, да. Вы можете вдруг совершать какие-то такие поступки, которые вообще никогда раньше и не ожидали от себя. Допустим, какие-то препятствия есть, какие-то испытания, а вы вот легко это все преодолеваете. Ну, в любом случае, карта сила, она требует усилий, да, но на это есть возможность, на это есть энергия и желание. То есть у вас прям действительно, знаете, как будто бы вы замахнулись на какие-то большие цели такие. И у вас много энтузиазма, вы прям горите этими целями и хотите обязательно этого достичь, прям уверены в себе. Для вас это может стать неожиданностью. И совет вам — справедливость. То есть будьте во всем справедливы, будьте, знаете, думайте все время не только о том, что вы хотите, а какие последствия будут у того, что вы хотите, да, что вы получите, как это отразится на вашей жизни, на других людях. Вот эта карта, когда мы соблюдаем законы жизни. Закон жизни, самый главный, это причина и следствие, да, то есть мы что-то сделали, обязательно получаем последствия этого поступка. Поэтому вот прежде всего думайте, что будет потом, когда вы это сделаете, когда вы достигнете этой цели, которую так хотите. Вот это важное самое. Кроме того, здесь могут быть какие-то вопросы с документами. Если что-то нужно оформить документально, обязательно оформите. Если нужно заплатить какие-то налоги, обязательно заплатите. Если нужно договориться с каким-то человеком, заключить договор, контракт, заключите. Действуйте по закону исключительно, чтобы не подвести себя под какие-то проблемы. Давайте посмотрим, что ждет львов. У вас, уважаемые львы, основные события, неожиданности месяца и совет. Десятка мечей. Что-то важное заканчивается в вашей жизни. Любой период, который вот долгое время тянулся. Что это может быть? По десятке мечей заканчивается, может быть, выплата кредита. Или, может быть, по десятке мечей вы куда-то переезжаете, переходите с места на место работы, да, может быть, у вас происходит, знаете, ситуация, когда вы долго лечились и выздоравливаете. То есть вот всегда, когда что-то, какой-то долгий процесс, который давно запущен был, да, он начинает приносить плоды, заканчивается. Вот, и десятка мечей говорит о том, что вот вам как будто бы в этом месяце нужно будет преодолеть какое-то препятствие, такое последнее на пути к вашей цели. Может быть, вы из каких-то трудностей, допустим, денежных, переходите в оптимальное такое состояние, когда получаете доход, получаете долгожданные какие-то деньги, какую-то выплату долгожданную. Может быть, когда вы от печали и отчаяния переходите, наоборот, вот в спокойное состояние и состояние, знаете, воодушевления, когда хотите чего-то нового. И вот у вас будет, знаете, такая ситуация, когда вот нужно будет рискнуть, нужно будет сделать рывок и вот это препятствие последнее преодолеть. И все, и вы уже оказываетесь на новом уровне, вы оказываетесь в новой жизни. Или на новом месте работы, или с новым человеком, или на новом месте жительства, или еще какие-то очень важные такие вещи у вас происходят. Или, допустим, там получаете диплом, вы долго учились. В общем, что-то такое, вот последний рывок, да, когда приходит успех, доход, удача. И вот здесь что как бы сложное в этой карте, то, что здесь все непостоянно. Вот ваши мысли непостоянные. Допустим, сейчас вы хотите чего-то добиваться, а через 10 минут уже вы передумали. Да? То есть вот сложность как раз в том, что могут быть сиюминутные какие-то настроения, и вот их нужно держать. То есть нужно главную цель какую-то иметь и не поддаваться на какие-то эмоции излишние, потому что мечи, они, конечно, коварные, да. Конечно, мечи говорят о том, что будет очень много эмоций у вас в этом месяце.
и каких-то незапланированных дел, и каких-то случайностей, и вот каких-то подвохов, да, которые, может быть, и другие люди готовят вам. Но в любом случае, смотрите, здесь стабильности нет, но вы ее себе можете обеспечить тем, что у вас вот есть какая-то цель, и вы к ней идете, да, вот ориентир, чтобы вас не дергало из стороны в сторону, чтобы вы все равно своим путем шли. Давайте теперь посмотрим, что будет неожиданного. Восьмерка жезлов. Неожиданная удача приходит вам в этом месяце. Вот, но это только на первый взгляд кажется, что неожиданно. На самом деле вы сами это все заложили, создали раньше. Вот вы, допустим, раньше работали, ничего не получалось вот того, что вы хотите. А вот сейчас просто пришло время, как бы критическая масса накопилась, да, ваших дел, ваших усилий, и вот вам начинает вести по восьмерке жезлов. Восьмерка жезлов – это, конечно, карты, знаете, такой прямой связи. Вот, допустим, неожиданно у вас появляется, допустим, доступ к какой-то нужной информации, да, прямая связь. Может быть, допустим, вы приходите к руководству, и у вас есть возможность открыто заявить о каких-то своих там предложениях, да, вот, опять же, прямая связь и так далее. То есть вот, когда, знаете, никаких посредников нет между вами и удачей, вот просто берите шанс и используйте его. Кроме того, по восьмерке жезлов может быть просто какое-то быстрое улучшение, быстрый рост, быстрый прогресс, какие-то быстрые решения, да, когда вот, знаете, просто идет вдохновение, да, и вот мы сразу начинаем действовать. Или идут какие-то важные сообщения от людей совершенно неожиданно, да, просто вот на любых носителях информации мы вдруг находим то, что вот давно искали. В общем, все очень быстро развивается. Внезапные события, внезапное движение, так что вас даже это удивляет. Вот. И еще, знаете, не пропустите момент, когда надо действовать. Конечно, вас будет жизнь подталкивать, но мы такие существа, люди, да, что мы можем даже шансы не принимать, которые нам в руки идут. Поэтому вот здесь, конечно, нужно еще и правильно это все воспринять. А теперь совет. Колесо фортуны вам выпадает совет, а это многое значит, да, то есть у вас, уважаемые львы, действительно придет время, когда все само начинает поворачиваться к лучшему. Колесо фортуны у нас всегда связывает прошлое, настоящее и будущее, да, вот это прошлое, когда вы много как бы труда вложили, много усилий, да, много переживаний, это шанс, и вот у вас как бы идет такой переход в будущую удачу. По колесу фортуны у нас может быть просто благоприятное влияние судьбы, обстоятельств, других людей, какое-то неожиданное счастье, какое-то новое начинание может быть, удача, порядок вдруг во всем начинает ну, как бы наводиться, да. Ну, в общем, это кармическая карта, когда в свое время вы получаете то, что вам как бы необходимо. То есть вам везет не просто так, вам везет заслуженно, конечно, но то, что вы когда-то заслужили давно-давно, оно только сейчас начинает приходить. И вот этот март, он, конечно, открывает многие возможности для вас. В карьере в том числе, да, в каких-то встречах, расширение возможностей, поездки, оформление каких-то документов, сделок, встреча с нужными людьми. Все это может быть. Давайте посмотрим, что ждет Деву. У вас, уважаемые девы, основные события месяца, неожиданности месяца и совет. Итак, девятка мечей у вас выпадает, уважаемые девы, и это не такая простая карта. Нам действительно приходится владеть собой, владеть своими чувствами, владеть своими эмоциями. Да, вот здесь человек лежит на кровати, у него над головой мечи. То есть человек бездействует в то время, когда у него море эмоций, желаний, каких-то мыслей, страхов и так далее. То есть это как бы главная проблема, которая может быть в этом месяце.
Но что это значит? Это значит, что нужно просто переставать обдумывать какие-то вещи. Если вы уже сделали какой-то выбор, приняли какое-то решение, все как бы взвесили, да, обдумали, нужно уже начинать действовать. Если вы начинаете действовать по девятке мечей, то лучше этой карты и быть не может. Вы доводите все дела до конца. Вы решаете какие-то важные вопросы. Вот по девятке мечей вы можете даже какие-то проблемы такие давние-давние, которые начались уже очень давно, вы можете их вообще преодолеть. Уходит чувство вины, уходит озабоченность, уходит какое-то отчаяние, да, вот просто потому, что вы начинаете действовать. И вот такой как бы сложный момент здесь, да, вот как раз вот этот шаг первый сделать, вы только начнете действовать, и дальше все пойдет как надо. А также по девятке мечей может быть слишком много сомнений, слишком много подозрений. И вот такое ощущение, что вы боитесь общественного мнения. Но смотрите, вы боитесь как бы чего-то такого, что нельзя даже увидеть и рукой потрогать, да, а сами при этом страдаете. Поэтому лучше забыть вообще про какие-то чужие слова, да, про чужую критику и думать только о том, что выгодно вам. То есть все через разум нужно будет пронести, да, все нужно будет обдумать, как вам хорошо, думать о будущем. Обязательно вот думать о том, как вы будете жить, когда вы решите вот этот вопрос. То есть разобраться необходимо в ошибках прошлого и начать действовать как-то по-новому. Тем более, что период заканчивается. Если вы сейчас это не завершите, все равно жизнь вас будет заставлять. Да? Вот как раз тот негатив, который происходит по девятке мечей, это потому, что вы когда-то отказались от действий. Вы слишком много думали и слишком мало действовали. Вот. И пока вы не сделаете то, что от вас хочет жизнь, она от вас не отстанет. Поэтому лучше это сделать как можно быстрее, закончить вот какие-то дела с прошлым, да, и уже начать двигаться в будущее. Здесь может быть что-то в общении у вас не ладилось, может быть какие-то документы, которые нужно давно оформить. Может быть, это судебные какие-то дела, которые тоже нужно привести к какому-то уже знаменателю, да. Может быть, это какие-то там важные поездки, работа там с документами и так далее, да. То есть вот все, что у вас накопилось, вот просто решайте и посмотрите, как у вас улучшится жизнь. И какие неожиданности у вас появляются. Здесь звезда. Старший аркан. И знаете, у вас действительно может быть очень много неожиданностей приятных, которые вот звезда это всегда новая полоса, это новая жизнь, это новые люди, это новое видение себя. Это, знаете, когда открывается перед нами новое, ну, как бы наше предназначение, наши способности мы начинаем в себе видеть, да, то есть мы вообще совершенно с другой точки зрения можем себя увидеть в этом месяце. И это очень здорово, потому что как раз этого и не хватает. Вот по девятке мечей, да, мы как раз и боимся взглянуть в будущее. Мы живем все время в прошлом. Так, еще по девятке мечей у нас может быть сбываются какие-то предсказания, которые вот у вас были раньше, да, или сны, которые вам снились, они тоже начинают сбываться. Это вас очень сильно удивляет. Может быть, по звездам какие-то хорошие перспективы, вот прям с предложениями кто-то может к вам прийти в этом месяце. У вас прям появляется вдохновение, у вас появляется вера в судьбу, в людей, в себя. И вот, знаете, какая-то благодарность такая вот вас переполняет. Потому что действительно вот что-то очень важное такое входит в вашу жизнь. Вот какая ваша самая главная мечта? Любимый человек, может быть встреча. Новая работа, может быть новая работа. Деньги, которых вам не хватает, да, вы решаете финансовый вопрос. Может быть предложение о деньгах или о том, как их заработать. В общем, все, что для вас такое важное, что никак не давалось, оно может быть решено. Причем это очень неожиданно для вас будет происходить. Совет для вас – это королева мечей.
Королева мечей, она без лишних эмоций делает свое дело. У нее есть цель, у нее есть план, она не обращает внимания на какие-то пустые разговоры, она не тратит зря время, она просто делает то, что ей принесет пользу, да, и вот так вам нужно действовать в этом месяце. Вам нужна какая-то внутренняя свобода, да, свобода от желания кому-то понравиться, свобода от долгов. В общем, вам нужно осознать, во-первых, свои желания и вот начать действовать. То есть не просто желание осознать, нужно с действиями это все сочетать. Что здесь вы не действуете, да, что здесь у вас в этой карте тоже идет предупреждение, что если действовать не будете, то ничего и не получите, понимаете? Вот, нельзя отступать назад. Сделали первый шаг, и все, и идите дальше. Может быть, иногда можно даже и на конфликт с кем-то пойти. Может быть, иногда можно и как бы бескомпромиссно себя вести. В общем, вам нужно добиваться своего во что бы то ни стало. При этом нельзя тратить время впустую, при этом не надо как бы лишних эмоций тоже, да, вот если это никак не помогает вашей цели, какие-то отношения, какие-то разговоры, то старайтесь этого просто избегать. И старайтесь не распыляться, да, вот на тех людей, которым вы не нравитесь, или на тех людей, которые, ну, не знаю, даже ненавидят, может быть, вас, да, потому что у нас очень часто по этой карте враги, да. Вот, постарайтесь просто думать о себе и о своих целях, о своем будущем. И делайте все для себя. И тогда вот вы сможете из этой какой-то сложной ситуации выйти. Давайте посмотрим, что ждет весы. У вас, уважаемые весы, основные события месяца. Это неожиданности и советы. Итак, девятка чаш у вас выпадает в основные события этого месяца, уважаемые весы. Вы счастливчики. Это, конечно, карта очень хорошая. Это карта исполнения наших желаний. По девятке кубков мы обычно, знаете, вот в такой полноте чувств находимся, в полноте, в общем, всего, что мы хотим. У нас есть вера в удачу, у нас есть материальные блага, у нас есть чувства, нас поддерживают другие люди, но в принципе нам даже это и не обязательно. Мы сами себя настолько хорошо чувствуем, что где бы ни находились, вот нам всегда хорошо. То есть вот, знаете, это наслаждение таким счастьем, комфортом. Вы совершенно ничего там не делаете особенного, вы не гонитесь за счастьем, вы не стараетесь как-то там удержать кого-то или еще что-то такое специально сделать. У вас просто вот такой замечательный месяц, как подарок вам. Это и для здоровья очень хорошая карта, когда вот особенно какие-то болезни, да, вот вы можете выздоравливать. Также это карта такого благополучия. Если, допустим, были какие-то желания в работе, в финансах, они исполняются, в отношениях, да, помирились с человеком с нужным, познакомились с кем-то, встретились, договорились, вот получили какое-то предложение важное. Вот это все для вас в этом месяце, уважаемые весы. Вот единственное, что, смотрите, у вас будет особенное такое желание, чтобы у вас не было никаких ограничений, да. Если какой-то человек вам как бы устраивает вот эти вот ограничения, да, как-то вас, как-то, может быть, командует вами, да, или заставляет что-то делать так, как ему надо, вот у вас прям может быть такой большой протест, да, то есть вы на это вообще не соглашаетесь и можете даже с кем-то расстаться, если вот кто-то вас ограничивает, да, то есть вот прям такая нетерпимость у вас к ограничениям в этом месяце. Вот что нужно избегать, так это неопределенности. Еще, знаете, вот если, допустим, вам нужно, если у вас какие-то переговоры, если вы с любимым человеком пытаетесь решить какой-то вопрос или в рабочей ситуации разобраться, вот сделайте так, чтобы во всем была четкость и ясность, да, цифры, сроки такого-то числа, там, такого-то месяца, чтобы все это было. Потом, может быть, вы еще можете как-то очень наивно действовать и позволять себя обманывать. Вот здесь тоже как бы минус такой может быть.
И такое ощущение, что вы в этом месяце прям не видите людей такими, как они есть. То есть вы придумываете им какие-то качества несуществующие, вы от них ожидаете то, чего они сделать не могут. В общем, какая-то путаница между добром и злом у вас. И вот как бы на этой волне вы можете совершать множество ошибок. Особенно в отношениях, да, вот будьте осторожны, вот как будто бы вы витаете здесь в облаках и не хотите как бы опускаться до каких-то там цифр, расчетов, разума и так далее. То есть вот здесь вот может быть для вас такой подвох. Какие неожиданности могут быть? Это король у нас чаш. Вот как раз на волне, на такой приятной, да, вы можете заиметь себе какие-то пристрастия не очень хорошие, да, либо зацепиться за отношения, да, вот завязнуть в каких-то отношениях, прям зависимость от человека какого-то получить, или зависимость от там еды, спиртного, или вовлечься в какие-то вот развлечения, игры, и так прям вот вас тоже будет сильно туда тянуть. Вот, и еще неожиданно может быть какие-то, ну, вот если про плохое больше не будем говорить, да, если положительное, какие-то творческие способности у вас могут открыться, особенно под влиянием какого-то человека. Может быть, вы что-то поймете важное о ком-то, да, и вот, вот как-то все расставите по своим местам. То есть вы, вам важно в этом месяце понять какого-то человека, не обмануться в нем, да, не рисуйте себе какие-то радужные там перспективы. То есть вот такой лучше сказать совет. Проверяйте все. Не доверяйте словам, не доверяйте красивым жестам, подаркам и так далее, обещаниям. Вот если человек сказал и сделал, вот тогда да. Или проверяйте, допустим, человека в его окружении, в его работе, как он действует, как он с другими общается. Может быть, он с вами один, а с другими людьми совсем другой. Поэтому вот здесь как раз все нужно проверять на практике, ничему не доверять, по крайней мере, в этом месяце. И вот совет вам, семерка мечей, как раз об этом и говорит, что вами могут просто воспользоваться. Вас могут в какие-то проблемные ситуации втянуть просто из-за того, что вы кому-то слепо поверите. Вот, и семерка мечей, она говорит о том, что человек может у вас за спиной совершенно другими какими-то вещами заниматься, о которых вы даже не догадываетесь. Вот. А вы можете быть в мечтах, вы можете как-то быть рассеяны, да, или надеяться на что-то, но это совсем не то, что нужно. Вот. Поэтому смотрите, будьте немножечко скрытными, слабость свою осознавайте и не слушайте советов извне, каких-то предложений, которые прям очень такие сладкие, да, вот их лучше как-то избегать или на 10 раз проверять. Вот. А также вот эта карта указаний от судьбы. То есть судьба будет давать вам множество знаков, как положительных, и так и отрицательных. Обращайте на них внимание, тем более вы чувствительны к этому в этом месяце. Поэтому смотрите, от вас зависит, захотите вы здесь обольщаться, захотите, чтобы вас как-то использовали, или вы будете все-таки стараться более трезво смотреть на жизнь, на мир, на других людей и так далее. И не попадетесь в какие-то ситуации не очень приятные для вас. Давайте посмотрим, что ждет в марте скорпионов. Основные события. Это у нас необычные какие-то неожиданные ситуации и совет. Итак, восьмерка пентаклей. Попьем водички. Восьмерка пентаклей говорит о том, что работы у вас будет очень много. Вы будете стараться сделать ее как можно лучше, да, произведете впечатление на тех, кто вам работу дает, и вот как-то очень сильно продвинетесь вот в плане профессии. Вот здесь прям успех какой-то в работе, удовольствие от труда. И, конечно же, денежный тоже будет доход, потому что это все-таки пентакли, да, то есть работа и деньги. Вот это как-то главным станет в этом месяце для вас, уважаемые скорпионы.
Конечно же, нужно относиться осмотрительно к делам. Конечно, нужно как бы все делать как следует, профессионально, добросовестно. Вот. Но и не нужно думать, что вот это все, на что вы способны. То есть в этом месяце будут, скорее всего, приходить какие-то идеи, мысли, предложения от других людей, что вам нужно двигаться дальше. Нужно как-то или передавать свой опыт, или переходить на новую ступеньку. В общем, самое опасное, что вы можете отказаться от каких-то амбиций, отказаться, в общем, остановиться на том, что уже сейчас у вас есть. Или, допустим, слишком много работать, перенапрягаться, да, терять силы на этом, не высыпаться. Вот это может быть минус. Поэтому вот самое лучшее для вас правильно распределять время, не забывать о себе, о своем здоровье. И амбиции обязательно какие-то должны быть, какие-то новые цели, планы. По крайней мере, думайте об этом, да, стройте их на будущее, и тогда вот вы на правильном пути. Потому что, видите, вот рядом у нас карта Паж жезлов. Это как раз что-то новое, какие-то новые направления вашей деятельности, обучение, новые источники дохода, новые люди, которые вам что-то предлагают. Это все для вас важно. Это все, что, может быть, вы не ждете, да, может быть, даже и не хотите, но вот это нужно принимать, потому что вот вы слишком уже, может быть, увязли в том, что делаете, да, что умеете. Нужно что-то новое добавлять. Какие-то качества необходимые нужны, какие-то возможности новые, а, какой-то опыт, да, то есть это все важно. А может быть, это поездка в какое-то новое место, новые впечатления. Может быть, слишком много работаете, никаких впечатлений у вас. Слишком много работаете, видите только там коллектив свой, да, тех, с кем вы работаете, и нет совершенно общения какого-то дружеского, теплого, душевного и так далее. Вот, кроме того, смотрите, будет, скорее всего, какое-то предложение. Вот это у нас карта лидерства, да, когда мы обращаем на себя внимание. Вот нужно будет как-то показать себя, не отказывайтесь. Может быть, вам предложат там сделать какое-то интервью, видео или еще как-то себя показать. Не отказывайтесь, это вам очень-очень даже на пользу. А, И вообще любая неуверенная жизненная позиция, любая слабость или незнание чего-то в вашей профессии, это впоследствии могут ну, вам навредить. Поэтому нужно, конечно, новое все-таки изучать, новое начинать, добавлять к тому, что вы уже умеете, показывать себя, не бояться. Вот это важная тема в этом месяце. А может быть, знаете, реклама, да, реклама вот того продукта, который вы делаете, услуги или работы, своего профессионализма и так далее. Совет шестерка мечей. Вот по шестерке мечей мы уже созрели для каких-то перемен. Видите, еще одна карта, которая говорит о том, что нужно подумать о том, а что дальше, да, где у меня новая цель. Может быть, карта говорит о том, что у вас может быть какое-то интуитивное такое как прозрение, да, желание, какой-то новый уровень для вас уже открыт, уже вас ждет. Вот, поэтому цели вам нужны какие-то на будущее. Рассчитайте все, как вы туда дойдете, как вы можете ну, знаете, это какое-то прям перерождение. У вас, вы слишком застоялись, вам нужно двигаться дальше, вам нужно расти. Иначе вот весь этот опыт, который вы приобретаете, он слишком тяжелым грузом для вас становится. Поэтому, конечно, нужно вот какие-то высокие цели ставить себе. Может быть, даже переезд какой-то нужен будет. Может быть, какая-то новая работа, новые какие-то знания. Все это важно для вас. Кстати, эта карта еще и путешествий, да, может быть, нужно приобрести какие-то билеты, которые вот, ну, на отдых, допустим, в отпуск поехать, или на какое-то обучение куда-то поехать, на какой-то семинар. В общем, вам нужны новые впечатления, вам нужны вот такие вот цели, где вы встречаетесь с другими людьми, себя показываете. Это вас вдохновляет, это вас выводит на новый уровень. Подумайте об этом, где бы вы могли вот
как бы в новом каком-то месте, в новом качестве оказаться. Не откладывайте и не перекладывайте свои вот эти проблемы на других людей. Давайте посмотрим, что ждет стрельцов в марте. Что главного будет происходить, неожиданности месяца и совет. Шестерка жезлов. Вы победители, конечно, уважаемые стрельцы, в этом месяце. Все на вас смотрят, все понимают, что то, что вы делаете, очень значимо, да, то есть здесь может быть и в отношениях уважение к вам, и на работе тоже вы как-то себя так ведете, что вот все люди внимательно следят за вами, за вашим ростом, за вашими успехами. И кроме того, здесь может быть какая-то прибыль, денежки приходят хорошие, может быть повышение, идет продвижение по карьере, может быть вы находите свое место в жизни, да, находите место, где вы хотите жить, людей, с которыми хотите жить, какой-то смысл в профессии, смысл в жизни. Вот что-то такое важное для вас открывается, и вы прям чувствуете себя от этого на высоте, прям уверенно чувствуете. Вы оцениваете себя правильно, оцениваете свои возможности. В общем, знаете, такая полнота жизни. Очень хорошая карта для вас, уважаемые стрельцы. Кроме того, может быть и как бы негативный момент, как переоценки, да, то есть слишком много на себя взять, слишком много о себе там подумать, да, что вот, допустим, вам нужно еще какой-то опыт приобрести, да, чтобы там какой-то важный проект сделать, а вы уже беретесь за это, то есть не переоценивайте себя тоже. И вот важно ко всему относиться с ответственностью. Вот какая-то излишняя легкость тут может быть, тоже она может мешать. Кроме того, вот будут вокруг вас люди с разными слабостями, да, может быть, кто-то в чем-то не силен, у кого-то какие-то там ошибки постоянные в жизни или еще что-то такое. Вот важно не осуждать, важно как-то лояльно к этому относиться и, может быть, ну, скажем так, больше прощать, да. Кроме того, у вас может быть такая ситуация, что вы либо чего-то испугаетесь, не возьметесь за какое-то дело, или будете постоянно откладывать, оттягивать какой-то важный момент, важное решение. И это, кстати, касается и здоровья. Ну, допустим, поход к врачу, да. Вот это тоже не очень как бы хорошо может отразиться на вот событиях месяца. Что будет неожиданного? Четверка пентаклей. Но четверка пентаклей это статус, это деньги, какая-то, может быть, хорошая сумма денег. Вообще четверка пентаклей это у нас карта такой, знаете, какой-то силы, да, когда мы вот уверены в правильности своего пути, когда мы опираемся на какую-то выгоду на свою, когда мы занимаем довольно-таки высокое положение там в профессии, в обществе. И когда у нас четверка пентаклей выпадает в неожиданность, да, ну, как бы она такая стабильная карта, очень даже трудно представить, что может быть неожиданного. Скорее всего, у вас в этом месяце никаких неожиданностей не будет. Скорее всего, у вас наоборот все придет в какое-то стабильное положение, стабильное состояние и какое-то, знаете, такое положение дел, когда вы можете на себя рассчитывать, да, когда вот чувствуете, что ну, лучше не бывает. И, кстати, вот, может быть, вы знаете, может быть, вы хотели постоянных каких-то достижений, роста, продвижения, а сейчас вам неожиданно захочется покоя, вам захочется как-то в этом состоянии, в этом достижении каком-то задержаться, да, не двигаться дальше, просто отдохнуть и как бы порадоваться жизни. Вот, может быть, это даже для вас будет неожиданным. Следующая карта королева жезлов для совета выпала. Карта говорит о том, что нужно все держать в своих руках. Это, знаете, совет, чтобы мы не только на себя рассчитывали,
но и сотрудничали с другими людьми для результата какого-то. Потому что когда мы все на себя берем, мы переутомляемся. А нам нужен отдых, нужна какая-то стабильность, да, а то слишком много тут расход жизненных сил идет. Вот поэтому у нас королева жезлов выпадает в совет, и она говорит, что вот нужно, чтобы был человек, который вам помогал. Нужно все держать под контролем, но в то же время не делать все самому, да. В общем, это карта такого авторитета, это карта, когда мы осуществляем желаемое, но при этом мы не как бы переутомляемся, у нас все в меру. И также эта карта, знаете, такой как бы дружбы, когда мы со всеми ладим, со всеми находим общий язык, мы постоянно ищем новые контакты, новые знакомства, новые связи заводим. Мы постоянно растем и развиваемся, но в таком комфортном режиме для нас, когда мы все-таки как бы не на последнем дыхании все это делаем. Также карта хорошая для здоровья. Посмотрите, здесь вот перерасход сил может вызывать проблемы со здоровьем, да. И вот нужно все-таки настроить свой режим так, чтобы вам хватало сил на все. Вот, кстати, очень часто вот здесь эта карта у нас огненная, да. То есть очень много огня, мы очень много тратим сил на других людей, на какое-то там вдохновение их. И, может быть, это слишком для нас, да, может быть, даже страдает наше здоровье. Поэтому вот все нужно как-то разумно делать. Давайте посмотрим, что ждет козерогов. У вас, уважаемые козероги, месяц рыцарь пентаклей. Это неожиданности, король мечей и совет, паж мечей. Итак, смотрите, рыцарь пентаклей у вас выпадает, уважаемые козероги. Знаете, это очень хорошая карта, когда вы и продвигаетесь, и в то же время не слишком спешите. Очень комфортное такое состояние, когда вы и зарабатываете нормально, когда у вас есть такой авторитет, вес в обществе, когда к вам прислушиваются. Кроме того, вот по рыцарю пентаклей очень хорошо заключать какие-то важные договоры, делать какие-то покупки очень такие значимые для вас. Также это карта, когда мы вот прям в таком финансовом благополучии находимся, в таком постоянном росте, но к лучшему все идет у нас. Вот, да, мы здесь много трудимся, да, у нас, может быть, весь день рассчитан по минутам, расписан, но это даже и нравится нам, да, потому что вот когда мы в таком состоянии, да, мы чувствуем себя действительно комфортно, уверенно, стабильно, защищенно. Вот такой будет у вас месяц, уважаемые козероги. Кроме того, вот по рыцарю жезлов может быть еще что? У нас, ой, рыцарь пентаклей. По рыцарю пентаклей у нас еще что может быть? Какая-то ответственность новая приходит к вам, дополнительная. Может быть, какая-то цель очень важная. Допустим, в карьере вы хотели повышения какого-то. Оно может прийти. Достигните цели, да. Может быть, какой-то проект важный нужно было закончить. Вы тоже здесь этот вопрос решаете. По этой карте приходят подарки очень часто. Вас хвалят, вас замечают. И вы сами тоже можете как-то решать вопросы с помощью там, денег, подарков и так далее, каких-то материальных вещей. Нужно избегать только лени, когда вы рассчитываете на авось или не думаете о будущем. Вот только тогда могут быть какие-то сложности. А так очень хороший месяц и очень вам хорошо подходит вот эта карта для того, чтобы вы реализовали все, что хотите. Неожиданности месяца король мечей. Вот неожиданно происходит какая-то ситуация либо с поездкой, либо с документами, либо с какой-то проверкой. Может быть, знаете, что-то придется отсечь от себя, да, убрать
Может быть, лишние отношения какие-то. Есть люди, которые вас отвлекают, которые вам мешают. Может быть, как-то резко себя ведут, постоянно вмешиваются в ваши дела. И вот вы можете от таких людей отказаться. Вы можете убрать какие-то привычки, которые вам не нравятся, и это у вас получится, и это вас даже удивит. Кроме того, вы можете, знаете, в какой-то вот определенный момент как-то действовать с позиции силы. Вы обычно человек такой миролюбивый, да, и не любите, допустим, идти на конфликты и как-то обострять ситуацию. Но вот в этом месяце, скорее всего, у вас будет такое желание и такая уверенность в себе. Вот можете действовать с позиции силы. Знаете, появятся какие-то планы на будущее, какие-то конкретные задачи, может быть, какой-то проект важный, может быть, вам будет предложена какая-то должность высокая в дальнейшем, в будущем, да, то есть это будет для вас неожиданно. Может быть, это какая-то поездка, командировка, причем, может быть, даже за границу, да. Это может быть предложение удаленно работать, или вам дадут какую-то команду для помощи, вот такую, как бы для удаленной работы. То есть какие-то очень такие неожиданные события, которые непривычны вам, они могут происходить. Но это больше вот, знаете, такие, а, они не портят ваше материальное положение, они просто вас как-то удивляют. И совет вам какой? Паш мечей. Смотрите, вы стабильны, вы уже как бы устоялись на вот том месте, в котором вы находитесь, да. Вот вам предлагается все-таки здесь как-то обновиться, что-то новое узнать. Может быть, взять себе помощника, может быть, найти посредника в каких-то делах, может быть, изучить что-то новое, может быть, получить какое-то образование, какой-то документ, какую-то нужную бумагу, да, то есть вот что вам не хватает для того, чтобы продвинуться. Вот нужно все это будет включить в свою жизнь. Кроме того, у нас Паш мечей указывает на то, что кто-то готов вам прийти на помощь. То есть не отказывайтесь от помощи, когда вам ее предлагают. Может быть, нужно стремиться быть первым. Да? Вот вы, может быть, до последнего времени не старались быть самым важным, самым главным, самым первым, а вот вам рекомендуется как раз такие цели себе поставить, быть первым, подвести какие-то важные итоги и вот двигаться дальше обязательно. У вас, скорее всего, может быть очень хороший результат, если вы поставите себе такие цели. Следующее у нас Водолеи. У вас месяц тройка жезлов, неожиданности месяца десятка чаш и совет двойка пентаклей. Отличный просто месяц, и события этого месяца, они вас реально продвигают к исполнению всего, о чем вы только мечтали, о чем вы только желали. Вот тройка жезлов это карта роста, это карта достижений, вообще самые такие желания заветные начинают осуществляться. По тройке жезлов у нас идет, знаете, такой оптимизм, позитивное отношение к людям, к жизни, но при этом вы как-то, может быть, не всегда на себя опираетесь, а ищете опору в других людях, ищете опору, допустим, в работе, в профессии, в деньгах и так далее. То есть не всегда получается опираться на себя, но все-таки вы можете очень многого достичь, вы почувствуете прям свою силу, и этот месяц, это, знаете, когда вы сможете вообще твердо стать на ноги. Если не было работы, получите. Была работа, может быть, будет какое-то продвижение. Закончите какой-нибудь проект, получите деньги хорошие. То есть, вот знаете, все идет к тому, что вы действительно становитесь такими стабильными, и у вас есть куда расти. Может, будет предложение о какой-то помощи, соглашайтесь. Будет какое-то сотрудничество, которое вас продвинет, тоже очень хорошо. Единственное, да, может быть, кто-то из ваших коллег, ну, может не всегда как-то лояльно к вам относиться, но вы лишнего о себе тоже не рассказываете, да, и как-то держите тех людей, которым вы не доверяете, на расстоянии, чтобы вам никто не мог навредить.
Вот, и избегайте зависимого сотрудничества, когда вы попадаете от кого-то в зависимость. Какие неожиданности могут быть? Десятка чаш. То есть вдруг исполнится желание, которое вообще было отложено далеко и надолго, и вы вообще даже не думали, что это может исполниться. Во-первых, может быть, какой-то человек откроется к вам навстречу, да, какой-то контакт, примирение, знакомство с человеком, который, может быть, как друг вам очень подходит, или это ваш партнер для любви, да, это может быть улучшение ситуации в отношениях, если, допустим, были какие-то ссоры, проблемы в отношениях. Это может быть признание в любви, это может быть предложение руки и сердца. Это вообще вот были какие-то сложности, если в чувствах, да, то вот сейчас идет улучшение. Удовольствие, радость, тут счастье, все в этой карте. Особенно если были какие-то проблемы до этого. И если, допустим, был какой-то конфликт, не могли найти общее решение, допустим, в коллективе, с руководителем, с близким человеком, вот решение находится и ко всеобщему такому обоюдному удовольствию. По десятке чаш мы обычно получаем больше даже, чем рассчитывали. И двойка пентаклей – это совет вам. Нужно приспосабливаться к новому какому-то вашему положению. Вообще вот у нас двойка пентаклей – это карта, связанная с тем, что меняется жизнь, и к этому нужно приспосабливаться. Можно добавить второй источник дохода, финансовый, да. Можно что-то поменять так в своей жизни, что вы, ну, как бы никогда не делали, да. Естественно, к этому надо приспособиться, привыкнуть. Может быть, вот у вас всегда был какой-то страх перед переменами и перед судьбой. Не нужно бояться. Посмотрите, у вас очень удачное время. Если вот вы из-за страха что-то откладывали, прям начинайте, не бойтесь, у вас обязательно все получится. И вообще любая деятельность, связанная с деньгами, она очень успешно будет в этом месяце. Какие-то перемены, выгоды, допустим, заключили договор какой-то выгодный. Любая работа с деньгами тоже приносит какие-то улучшения, да, в общем, какие-то ограничения уходят вот в той сфере, где у вас были проблемы, особенно если это касается денег. Может быть, знаете, улучшение здоровья, прям прилив сил. Может быть, желания какие-то появляются, да, прям желание что-то сделать, желание чего-то добиться. Уходят какие-то сомнения. Ну, очень хороший месяц для того, чтобы в своей жизни что-то менять и получать желаемое. Следующая карта для рыб. Вот такой март будет для вас, уважаемые рыбы. Это неожиданности и совет. Девятка жезлов у вас выпадает как основные события этого месяца. И по девятке жезлов обычно идут какие-то завершающие дела, да. Вот, скорее всего, девятка жезлов может говорить о том, что вы возвращаетесь в какое-то прошлое, да, либо работа, которую вы раньше делали, либо люди, с которыми вы раньше там жили, работали, общались и так далее, они снова появляются в вашей жизни. И это может быть не всегда приятно, и может быть вызывает какие-то старые там переживания, или нужно там заново с кем-то договариваться, да. В общем, какие-то сложности все-таки могут быть, и тут все зависит от вас, от вашего выбора. Вот самое важное, что не нужно делать в этом месяце вам, это идеализировать прошлое. Всегда когда мы вспоминаем о прошлом, нам вспоминается только хорошее. Тот человек, с которым мы раньше не могли жить, допустим, мы не вспоминаем о нем то, что нам мешало, а вот то, что было приятное, всплывает в памяти. И вот мы можем наделать много ошибок, ненужных каких-то вещей, да, можем, допустим, снова начать отношения с человеком, который нам не подходит, и потом опять же все повторится. Поэтому вот эта идеализация прошлого, она может мешать. Может быть, знаете, какая-то ограниченность в возможностях, да, допустим, это люди могут нас ограничивать, или мы сами себя можем ограничивать. Вот это тоже все может мешать. Но
Вот опирайтесь на себя, опирайтесь на свой опыт, на то, что вы уже можете, на то, что вы уже знаете. Вот берите какую-то цель и просто вот бейте в одну точку, да, и старайтесь не оглядываться на прошлое, старайтесь все-таки жить в будущем. Вам уже нужно запланировать какие-то важные как бы мероприятия, да, на будущее, потому что вот нельзя в прошлом все время жить, нельзя как бы, ну, вы какую-то жизнь застоявшуюся создаете, да, и в ней мало радости, в ней ничего нового, в ней мало впечатлений. И вот нужно как раз здесь вот это новое добавить. Может быть, вам нужно какое-то путешествие, какая-то поездка, может быть, нужен какой-то отпуск с большими приятными впечатлениями, новые знакомства, может быть, учиться нужно пойти чему-то новому. Запланируйте это все, доведите дела до конца, которые вот сейчас вас держат. И вот эти новые цели, они будут вас вдохновлять, они будут давать вам новые силы. Какие-то возможности появятся, вы из каких-то рамок выйдете, у вас больше интересов появится, больше людей в окружении. В общем, можно жизнь поменять, если только о прошлом не думать, если за прошлое не цепляться. Нужно настраиваться на будущее, тем более, что у вас, посмотрите, в совете Солнце, да, а Солнце – это счастье, это там влюбленность, это какие-то подарки от судьбы. То есть это очень хорошие возможности, если вы себя не ограничиваете сами, если вы не живете в прошлом. Иначе вы просто это все пропустите. Какие неожиданности могут быть от двойка мечей? Вот как раз неожиданно может быть какой-то запрет. Запрет на какую-то бумагу, документ, на выезд, на разрешение. Может быть какой-то кризис в отношениях, допустим, какая-то ссора с близким человеком неожиданно, да. Может быть кто-то проявит себя как-то двулично, да, может быть, обманет или еще что-то такое. Это из минусов. Какие могут быть положительные события вот по этой карте? Положительные события. Вы можете встретить человека, единомышленника, да, это человек, с которым у вас одинаковый взгляд на жизнь, на мир, человек, с которым сходятся интересы, вам очень вместе хорошо, такая близость какая-то, дружба может быть. В общем, такая у вас как бы единый, как будто бы внутренний мир. Очень хорошие могут быть отношения. Это и встреча новая с таким человеком. Это может открыться в каком-то вашем старом знакомом, да, или в вашем партнере. И это вас может удивить. Кроме того, вы можете договориться с человеком, с которым вообще невозможно было договориться. Допустим, у вас была ссора, конфликт, может, даже с кем-то судились. И вот вдруг вы придете к компромиссу, к сотрудничеству, договоритесь. Вот это тоже может вас очень сильно удивить. И совет для вас, карта Солнца выпадает. Вот главный совет – это оптимизм и взгляд в будущее, да, взгляд в будущее и как бы благодарность за то, что у вас есть сейчас в жизни. Вот карта Солнца, она говорит о том, что у вас, скорее всего, в ближайшем будущем будет какое-то счастье, какой-то успех, вот то, что вы ждали, да, а, прояснится какая-то ситуация. Если проблемы со здоровьем, то здесь выздоравливаете вы. А, Может быть, решаются проблемы с деньгами, да, потому что здесь изобилие у нас тоже по этой карте. В общем, смотрите, вас ждет действительно светлое будущее, у вас действительно перспективы очень хорошие. Просто ваша жизнь вот тут освещается, да, она просто как бы во всех сферах расцветает. И только от вас зависит, примете вы это или нет. Видите, вы можете действительно как бы долго перебирать в памяти все, что с вами произошло, но лучше всего взять какие-то уроки из этого и уже идти к новому, к новым людям, к новым отношениям, к новым каким-то целям, планам. Вот этот оптимизм и вера в будущее, вера в счастье, вот то, что вам сейчас нужно. Очень хорошо сейчас как-то вам побольше развлечься. Может быть, какие-то праздники, какие-то игры, может быть, пойти в ресторан, пойти на какую-то выставку, сделать себе отпуск, побыть с людьми, с близкими. Вот это все вам как совет. Обязательно купить себе какую-то вещь, может быть, как талисман, да, или
просто то, что вам нравится. В общем, вам нужно себя как-то поддержать и вдохновить. Вот такой месяц будет для нас всех, уважаемые знаки зодиака. Да, я желаю, чтобы у вас все только самое лучшее сбывалось. Пишите, как у вас проигрался месяц. Всего вам доброго, до новых встреч.